Салем Social Media, сцена 1, кадр 1. Добро пожаловать в Салем Social Media. Мы хотим сделать среднеазиатскую платформу, где люди будут смотреть локальный, интересный, качественный контент. За 3 года мы сделали более 70 проектов. Шекер выиграл награду в Пусане. Также мы попали в шорт-лист Каннского фестиваля. Кыргызстан — это очень стратегический партнер, это 1.1 студия. Понятно, чтобы начать что-то кому-то продавать, надо иметь этих кого-то. Мы сейчас на стадии завоевания рынка и наращивания аудитории. Люди все горят теми идеями, которые мы реализовываем. Салем очень немного тратит денег на продвижение на самом деле. Мне хочется узнать какую-нибудь внутреннюю историю со съемок «Сержант Братан». Бандиты находятся в бане, а вот здесь в бассейне купаются девчонки. На роль этих девчонок почти 3 месяца проходил кастинг, было очень тяжело. Тяжело тебе было? Мы приехали в Салем Social Media. Посмотрите, у них сколько проектов, сколько кнопочек серебряных, золотых. Это просто бомбический проект. Но, если честно, я пока не очень могу понять, на чем они зарабатывают. Потому что тратят они явно много. Очень много продуктов, очень активный, бурный рост. И сегодня мы с вами разберемся, как они зарабатывают и на что они, а самое главное, сколько тратят. Добро пожаловать в Салем Social Media, Чингис. Спасибо, спасибо. Прошу, добро пожаловать в наш офис. Сейчас я вам покажу, расскажу, что мы делаем, как работаем. Давай. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. У нас контент, конечно, больше про бизнес, но вначале хочется понять, у вас такая платформа типа Netflix, да, где люди могут смотреть сериалы, кино. Спасибо за такое крутое сравнение. На самом деле, да, это один из путей развития. Мы хотим сделать среднеазиатскую платформу, где люди будут смотреть локальный, интересный, качественный контент. Добро пожаловать, посмотрите на нашу стенку, да, где наши золотые, серебряные кнопки. За 3 года мы сделали более, 70 проектов, внутри где-то 30 веб-сериалов. У меня слеза потекла сейчас, да. Мы просто за полгода сделали 10 тысяч подписчиков. Все впереди у вас. Спасибо. Так и после вот этого опыта YouTube вы решили создать свою уже платформу? Нет, мы сначала сразу понимали что мы будем делать свою платформу, и основным, где сидят большая аудитория, платежеспособная, откуда мы можем заявить о себе и взять аудиторию, перевести ее в YouTube, это был YouTube. Выбор такой стратегический был, поэтому мы размещались сначала на YouTube и оттуда гоним трафик уже на нашу платформу. Наша платформа сейчас работает пока бесплатно, в тестовом техническом режиме. То есть не надо не подписываться, ничего не делать, просто нажимаешь. Да, просто переходите, скачиваете iTube и смотрите локальный эксклюзивный контент, бесплатный и без рекламы. Окей. А сколько инвестировали в этот iTube? Я не знаю. Офигенный ответ. Да, я честно не знаю, но инвестировали. Так как мы компания Салем, а iTube — это наша материнская компания, я честно не знаю и, наверное, будет неправильно говорить об этом. Окей, значит, есть компания, которая продвигает софт, да, а вы для нее уже создаете контент. Премиальный контент и приводим аудиторию на этот софт, где они уже знакомятся с другими продуктами. Понятно. Сколько стоит, допустим, создание сериала, допустим, 10 серий, каждая по полчаса? В среднем это $100 000. Это небольшие цифры, если смотреть в объеме всего мира. Но если смотреть на наш среднеазиатский рынок, то за эти деньги можно снять хороший контент. То, что мы это уже не раз доказали, я надеюсь, потому что сериал, который мы сняли про синтетические наркотики «Шекер». Ты барыга, наркокурьер, кура Ты каждый день занимаешься, людей травишь ежедневно. Просто учебу раскидать хотел. Чё? Учебу раскидать? Кому ты Буквально 3 или 4 дня назад выиграл награду в Пусане. 셰커. 네. 베스트 쇼폼 웹툰 아나운서상 셰커 축하드리겠습니다. Это очень крутой азиатский фестиваль категории А. Также мы попали в шорт-лист Каннского фестиваля, где 13 октября у нас будут результаты. Но сам факт, что мы попали в шорт-лист, это уже лично для меня и для нашей компании огромная победа. Очень круто.
И здесь есть возможности международных продаж. Здесь компания может зарабатывать уже как владельцы эксклюзивного контента. Допустим, если нами заинтересуется Netflix, мы можем продать этот контент, и уже либо это не Netflix, либо там из-за турецкий рынок, китайский рынок. Это тоже. А с кем вообще вы, ну, как стратегический партнер? Прям вот на большого гиганта Netflix или, допустим, на Россию, Иви? На самом деле, честно, мы вообще, типа, у нас нет цели там попасть на Netflix или там что-то сделать совместно. Мы просто хотим делать качественный контент для своих граждан, и когда мы видим отклик и мы видим цифры, то мы понимаем то, что этот проект также интересен на других рынках, и тут начинается бизнес. Начинаются переговоры, продажи. Ну, что-нибудь продали уже за? Ну вот буквально сегодня я прилетел с Москвы. Московский рынок очень заинтересован в нашем контенте. Уже где-то у нас 4 запроса на наш контент. Сейчас мы будем говорить о продаже прав. Пока не буду говорить, какие это платформы, но я думаю, буквально уже в следующем году вы увидите наши сериалы на СНГ-шных платформах. Дай бог, и дальше и на мировых тоже. Ну, давай тогда поговорим вот на примере сериала «Читер». Там сколько у вас серий, сколько сезонов? Сериал «Шекер». Шекер, да. Он про синтетические наркотики, с казахского переводится как «сахар». В первом сезоне у нас было 8 серий, во втором 12. Сейчас идет второй сезон у нас. Вот, в принципе. Сколько вы потратили на создание этого контента? Примерно вот ту сумму, которую я вам сказал. На один сезон $100 000. Да, на самом деле это такие, знаете, продюсерская информация, которую мы не распространяемся, но только для наших братьев кыргызов, такой инсайт, ребята, поэтому да, вот есть вот такие деньги, и нужно за эти деньги делать вот такой крутой контент. Если есть у вас идеи, если у вас есть вообще желание развиваться, греметь на весь мир, то мы будем рады. Давайте коллаборироваться, давайте создавать что-то свое, потому что я очень сильно верю и даже уверен, знаете, в человеческом ресурсе из Средней Азии, потому что мы очень креативные, и мы бессистемно это доказывали не раз уже, не только там представители Казахстана, но и Кыргызстана, Узбекистана. Но теперь хочется, чтобы у нас была система, выстроить механизм, где мы при этом будем не только радовать наших зрителей, но еще и зарабатывать, создавать какие-то рабочие места. Круто. А вы вот этот сериал, ну вообще любые ваши продукты, вы можете отдать на аутсорс, правильно? Да. То есть вы можете купить у другой продакшн-компании под ключ этот сериал или же, ну в данном случае сериал. Да. Ну смотрите, вот так как мы являемся сами производственниками и в принципе продюсерами, и сами производим, мы знаем реальные цены на рынке, в принципе, на все, начиная там от написания сценариев до там, монтажа тонировочного периода. Поэтому, в принципе, да, если мы видим идею, мы ее там ждем смету, если она нам нравится, мы ее запускаем и все, и стартуем, и давайте, типа, go, уехала. У нас в этом плане все очень просто, мы стараемся вообще максимально отказываться от бюрократии, мы хотим все это делать быстро, потому что во главу мы ставим творчество, вот, и интересы творческих единиц. Но я хочу еще все-таки поглубже узнать вот эту историю про коллаборацию с другими крупными, как их правильно назвать? Давайте назовем платформами и продюсерами, продюсерскими центрами, телеканалами. Угу. Кто вами, с кем ведете переговоры, с какими регионами? Со всеми. Вот не буду врать, сейчас в данный момент ведем переговоры и с американским рынком, и с европейским рынком, так как мы вот попали в шорт-лист Канны. Очень плодотворная работа произошла сейчас у нас в России, в Москве, где была реальная заинтересованность как платформ, так и телеканалов. Вот. Ну, чтобы вы понимали, там, например, цены в 10 раз больше, потому что рекламный рынок намного больше, да. И уже может ваш контент ну, быть куплен за другие деньги. Да, да, и мы... Если за 100 000 его условно производите, то там уже нолик можно добавить. Смело. Круто. Офигенный бизнес. Видите вообще, что творится? Сейчас в эру интернета, в эру стирания границ, в принципе, можно, создавая контент здесь, продавать его там по всему миру. И здесь контент создавать дешевле, правильно?
То есть все вот эти косты на съемки, на там актеров, здесь не европейские цены, мягко говоря, даже не российские. Да. Но нужно создавать за эти деньги конкурентоспособный продукт на их рынке. Мы делаем упор на сценарий, у нас очень крутая экспертная группа, которая запускает проекты. Слушай, извини, прерву. Вот ты сказал про сценарий. Бывает такое, то, что вам звонят и говорят, нам очень нравится ваш сценарий, мы его хотим переснять, но только с нашими актерами и как бы в нашей среде. Да. Есть такие запросы и по турецкому рынку, и по российскому рынку, когда вышел, допустим, сериал у нас «Тиржан Братан», который собрал очень крутые цифры, не только в Казахстане, но и в СНГ. И на нас выходит продюсер, говорит, ребят, классная история, хотим переснять ее с русским популярным актером. Я говорю, супер, ребят, давайте. И начинаются переговоры. Да. Можешь сказать примерно, о каких суммах идет именно просто продать право? Пока не могу, но это больше, чем мы вложили, могу сказать вот так. Весь сериал? Да. Офигеть. То есть право переснять продается дороже, чем они вложили в производство всего сериала. Круто. Спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно. Я бы хотел от себя добавить то, что мы, лично для меня Кыргызстан это очень такой стратегический партнер. Кстати, вот про Кыргызстан, стратегический партнер. С кем-нибудь там работаете? Почти со всеми, но есть у нас ключевые партнеры по вашему рынку. Такие как? Это 1.1 студия, ребята, которые сделали для нас ГГ-шоу. Как вам наш главный герой? Я считаю, полное говнище. Зомбеты сериал. Короче, перед тем, как ехать в город, надо как следует подготовиться. Офигеть, Они, походу, на звук все стягиваются. с этой стороны. Офигеть! 2 сезона, которые очень круто зашли, также и на российский рынок. Хотелось бы похвалить ребят и сказать, что они очень крутые, очень креативные и на самом деле не уступают. Если брать, например, какой-то мировой рынок, то ребята на уровне. Офигенно. Поэтому я уверен, что у вас есть еще круче ребята, еще талантливее, еще креативнее. И поэтому, ребят, давайте что-то делать вместе, создавать и просто покорять мир, потому что в Средней Азии живут самые креативные люди. Я в этом не раз уже убеждался. Ну, мы узнали, куда тратят Салем Social Media. Теперь попробуем разобраться, на чем зарабатывают. Но не у Мишки, а у Виктории. Директор по маркетингу Салем Social Media, правильно? Так точно. Круто. Виктория, чтобы понять вообще масштабы ваших пока еще инвестиций, примерно какое количество сериалов сейчас в разработке, в съемках? Ну, сейчас у нас в разработке, думаю, порядка 20, а возможно даже и больше сериалов, потому что очень многие находятся на стадии написания сценария, где-то на стадии формирования идей. Поэтому точную цифру вам не скажу, но вот из разряда от 20 и выше это... Ну, вы поняли, да, о какой цифре идет речь? Надо эти деньги как-то отбивать. Виктория, как вы это делаете? Через рекламу или спонсоров? Я пока что не могу представить, как можно эту цифру вытащить. Это, конечно, очень такой хитрый, интересный вопрос. Я вам скажу по секрету, вы не единственный, кто его задает. Да. Потому что это Он интересует, как правило, многих и очень часто. Даже Мишка оживился. Даже Мишка оживился, да. Но в целом хочу вам сказать, что я думаю, для вас это тоже не секрет, что мы являемся хоть и очень крупным, но тем не менее стартапом. И в любом случае у любого стартапа есть стадия роста. И вот в этой вот стадии роста мы сейчас и находимся. Да, эта стадия очень активная, да, мы очень сильно набираем наши обороты. Вот, наверное, начиная с позапрошлого года, вот мы начинаем такие сильные обороты. Но тем не менее это все еще не дошло до своего вот этого пика. Я надеюсь, мы еще есть какой-то момент, потому что когда доходишь до пика, там уже другие идут вещи. Вот. И на этой стадии роста у нас были несколько другие цели, нежели заработок, потому что, ну, понятно, чтобы начать что-то кому-то продавать, надо иметь этих кого-то. Короче, прежде чем продать корову, надо сначала купить корову. Надо сначала найти покупателя, как минимум, ну и купить, да. Вот, и буквально начиная с прошлого года мы пришли к тому, что, ну вот уже есть не то чтобы необходимость, но есть возможность
пытаться начать как-то вот это все дело монетизировать. И сейчас у нас есть два пути монетизации. Первый путь — это наш, скажем так, органический, который нам дает возможность работы YouTube, то есть монетизация внутри контента, я думаю. Да там копейки вообще какие-то. Ну, как говорится, отвечайте за себя, да? Нет, понятно, что это не те масштабы, но тем не менее оно все равно нам дает какие-то уже плоды, все равно приятно смотреть там. Особенно то, что наш казахоязычный контент монетизируется. Ну, вы сами знаете, для Ютуба это прям большой шаг вперед для того, чтобы... Они же там недавно сделали какие-то новые тарифы для наших стран, и что-то все прям с монетизацией стало грустно. Постоянно все динамически меняется. Я даже не могу сказать, с какой скоростью это происходит и какой дискомфорт мы от этого испытываем, но могу сказать, что у нас есть казахоязычные продукты, которые монетизируются очень неплохо. Но это это один из способов монетизации, а второй способ монетизации, мы вот его открыли вообще сравнительно недавно, и у нас сейчас, спасибо вообще там, хвала небесам, уже начинается активное размещение, это монетизация внутри контента. Product placement? Product placement, да, вот этот вот product placement, да. Мы изначально, конечно, когда только стартанули это вот в прошлом, по-моему, году, было немножечко, тяжеловато, скажем, потому что рынок был, он и сейчас не то, что прям готов, рынок был немножечко не готов к этому, потому что это новое что-то, и там у нас же речь идет больше про охват и узнаваемость, а не про конечные лиды. Но так получилось, что вот первые наши проекты, которые стартанули, у нас там была возможность, нам наши клиенты позволили отслеживать финальную конверсию. Ну, то есть даже без условия того, что нам необходимо это было делать. Просто мы с ними договорились посмотреть, потестить. И так вышло, что даже финальная конверсия в лиды их впечатлила. Ну, можешь назвать какие-то цифры? Впечатлило. Это... Ну, скажем так, у нас было одно из размещений, если я не ошибаюсь, в Сержане Братане. Вот. И там мы обещали от 1 миллиона просмотров и выше, это то, что мы обещали. Так. То, что мы дали по факту, это было больше 2, по-моему, миллионов просмотров и порядка 146 тысяч переходов на сайт. Ого. Это при том, что когда человек приходит смотреть контент, он не рассчитывает на то, что ему что-то будут, условно, предлагать, продавать. Тут еще 10% практически зашли. Тут получается порядка 10% зашли в конверсию на сайт. То есть, а еще есть такое понятие, как отложенный спрос. Да, мы его, к сожалению, не отследили, но у меня есть такое ощущение где-то внутри, что отложенный спрос сыграет еще лучше, потому что вот сейчас они взяли, посмотрели, себе где-то в голове закинули, а через неделю, через 2, когда... Зернышко прорастет. Да, когда необходимость появится, начинает прорастать зернышко, как вы правильно сказали, и вперед туда дальше пошло. Тогда давай так. Представим, что у тебя твои 2 вида дохода составляют 100%. А YouTube это сколько процентов от 100? И, соответственно... И рекламная интеграция. Да. Сейчас, секундочку, надо прикинуть. Но я могу сказать так, что даже одна рекламная интеграция versus YouTube, versus всего YouTube, это порядка 60/40 в пользу одной рекламной интеграции. О, то есть это гораздо более интересно. Это гораздо более интереснее, потому что... Ты сравнила доходы YouTube со всех своего... Да, месяц YouTube versus рекламной интеграции. В одном только сериале. В одном только, да. Но у нас там... Понятно, что клиенты приходят не на средненькие и такие нишевые. Клиент приходит на то, где он может получить максимальное количество охвата и просмотров. Это серия от 1 миллиона и выше. Там 1 миллион, 2 миллиона просмотров. Соответственно, размещение в них будет стоить дороже. Актеры там используются классом выше, локации там используются там тоже посерьезнее. И поэтому... Ваш ценник тоже растет, соответственно. Да, то есть тут не потому, что мы такие жадные, а просто, исходя из ситуации рыночной. Понятно. Ну тогда финальный вопрос. Вот вы подозрительно улыбаетесь. Ну, ты знаешь, хочется понять, вот эти 2 источника дохода, они покрывают ваши расходы или же нет? Но на сегодняшний день, к сожалению, конечно, нет. Значит, у вас есть какие-то инвесторы, да, которые вкладывают в вас?
Ну, инвесторы, как у любого стартапа, у нас тоже есть. Мы относимся к венчурному фонду Digital Ventures, это наши инвесторы. Там целая экосистема, в рамках которой есть довольно много еще компаний помимо нас. И я считаю, что это прекрасное вложение в нас. Я очень скромна, да. Молодец. Да, мы стараемся отрабатывать каждую копейку, вложенную в нас. Но еще раз говорю, мы сейчас на стадии все еще завоевания рынка и наращивания аудитории. Это для нас очень важно, это для нас первостепенно. И я думаю, вам ребята до этого говорили, что и сейчас поэтому наша задача — это разные формы, разные жанры использовать, чтобы приводить все более новую и новую аудиторию. Прикольно. А вот все-таки хочется услышать какие-то цифры, наверняка вы как отдел маркетинга за ними следите, в плане просмотров, сколько суммарно у вас просмотров, вот именно сколько людей вас видит? Вот. У нас, ну, мы следим, но опять-таки ввиду того, что проектов много, я думаю, больше, чем... Сейчас я вам попытаюсь вспомнить из своей презентации, которую я всегда говорю. Смотрите, в месяц у нас выходит где-то 3-5 серий. Так. Точнее, не 3-5 серий, 3-5 проектов. Так. Серии выпускаются на еженедельной основе раз в неделю. Так. И вот эти вот 3-5 проектов с каждой серии раз в неделю позволяют нам генерировать только в месяц от 17 до 22 миллионов просмотров. То есть умножьте эту цифру на 12, и получим год, да, вот как минимум. Я просто на 12 плохо могу умножить, а вот на 10 вполне себе смогу. И это больше миллиарда. Очень круто. Ну что, вам успехов, спасибо. Да. Мы пойдем дальше. Мы сейчас говорим с Юлей, пиар-директором Salem Social Media. Всем привет. Юрий, я хочу у тебя спросить не совсем про пиар. Я заметил то, что у вас здесь очень молодые сотрудники вообще. Сколько человек работает? На данный момент в Салеме, наверное, 110 человек работает. В принципе, удивительный момент, немножечко перевью. Давай. Наверное, 80% это костяк, который с первого года образования компании находится здесь. Есть часть людей, которые покинула компанию, но по очень хорошим причинам. Это люди, которые образовали внутри компании семью, родили детей, и они пока, на декрете отдыхают. Нас к этому имел разговор. И средний возраст какой? Возраст средний 23-25 лет. 23-25 лет. Поэтому народ здесь просто... Живет. На самом деле живет, потому что люди все горят теми идеями, которые мы реализовываем. Они не ходят на работу. Мы ходим, как, не знаю, во второй дом, в семью, мы заражаем друг друга какой-то энергией и творим в этой энергии. Наверное, поэтому получаются такие проекты, которые легко заходят аудитории, потому что это та актуалка, которую мы внимаем каждый день где-то на улице. И даже если говорить о нашем продвижении и механиках продвижения, Салем очень немного тратит денег на продвижение на самом деле, потому что очень многие идеи рождаются в процессе реализации проектов. Мы слышим нашу аудиторию, мы здесь же придумываем какие-то челленджи, мы здесь же там поддерживаем какие-то фанарты, и от аудитории получаем бешеный отклик. Ну, то есть элементарно, к примеру, в проекте «Сержант Братан» кто-то из подписчиков сделал фанарт на главного героя, то есть нарисовал карикатуру классную. Мы это сразу подхватили, сказали: постите, отмечайте, мы будем репостить, и мы получили более 3000 публикаций бесплатно от нашей аудитории. Офигеть вообще. Ну и вот таких моментов очень много, потому что ребята очень энергичные, ребята молодые, и они действительно горят тем, что они делают. Да, я вижу у всех такие горящие глаза. Круто. Мне все понравилось. Хочу у вас работать. Приходите еще. Спасибо. Все, спасибо. Алишер, у меня к тебе много вопросов, конечно, но прежде всего ваши взаимоотношения с Salem Social Media. Ты являешься как бы производителем контента, да? Да, все верно. То есть вот тот самый сериал «Сержант Братан», вот этот сериал, ты сам его придумал, предложил им, они выдали деньги, и ты снял, правильно я понимаю? Да, все верно. Круто. Все верно, да. Ну, то есть я являюсь, наверное, шоураннером этого сериала. Шоураннер, что такое шоураннер на нашем рынке?
Ну, это, знаете, это получается продюсер, режиссер, главный там сценарист. Я думаю, что сейчас именно, чтобы зарабатывать какие-то деньги, наверное, в интернете, в пространстве интернета, ну, то есть нужно быть шоураннером, когда ты сам продюсер, когда ты сам сценарист и режиссер. То есть это модель бизнеса, то есть условно, если это можно назвать бизнесом, то есть она приносит какую-то, ну, наверное, маржинальность твоей компании. Вот давай поговорим про маржинальность твоей компании на примере того самого сериала. Какая примерно стоимость выпуска одного сезона? Ну, здесь у нас есть небольшие договоренности с Salem Social Media, то есть с нашими партнерами. Это такая, ну, небольшая конфиденциальная информация, потому что с каждым производителем они заключают эксклюзивный контракт. Вот у нас то есть... Ну хорошо, давай порядок цен. Ну, порядок, смотрите, в интернете вообще, то есть если вы хотите заработать в интернете, в Ютубе, там, условно говоря, вы много не заработаете. Это больше для своих творческих амбиций. Вот. Если вы хотите реально зарабатывать с продюсирования, да, то есть сериалов, то нужно идти на телеканалы государственные. То есть там бюджет там, в 3-4 раза может быть больше. Даже вот. так? Да. То есть, там а какая разница? Маржинальность, я так понимаю, намного выше, но да. Сколько примерно? Ну, например, на государственный телеканал, ну, то есть маржинальность может быть там порядка 40%. Ого. Но в чем отличается тогда продукт для телеканалов и для таких медиа, интернет-ресурсов? В трушности. Ну, то есть в интернете, в Ютубе это все трушно. Слушай, для меня, как для бизнесмена, какая-то вообще вырисовывается не очень логичная картина. Смотри, есть вариант снимать для телевидения, там маржинальность 40%. И есть вариант снимать для интернет-ресурсов, там какая, кстати, маржинальность сейчас? Нулевая. Нулевая. И все между этими двумя вариантами стремятся идти туда, где выше конкурентность, вообще нету прибыли. Зачем? Именно потому, что вы творческие люди и хотите как бы больше показать, на что вы способны, и показать то, как вы действительно видите эту картину. Да, конечно. Времена меняются. То есть, если ты хочешь зарабатывать деньги, вообще, грубо говоря, вот такая вот творческая жизнь — это не та стезя, где можно зарабатывать большие деньги. Пока что, да. Пока ты не вышел с определенного рынка, с маленького рынка, да. То есть должна быть глобализация, то есть ты должен со своим продуктом выходить на мировой рынок и уже там зарабатывать. То есть, чтобы выходить на мировой рынок, должна быть трушность. Трушность на телеканале ты ее не можешь достичь. То есть там стоят определенные запреты, определенная редактура, там очень много, в общем, запретов. И ты не сможешь, ну то есть другому зрителю, другой нации, этот продукт будет неинтересен. Он сразу же поймет, что здесь что-то не так. Да, фальшь. То есть вы, грубо говоря, работаете как на портфолио, да, на имидж, чтобы потом выстрелить туда наверх, за границу. Все верно. По сути, в общем, бизнес-модель теперь становится понятной. Основная задача — выйти на экспорт, и там уже основные деньги. Слушай, а можешь свою внутреннюю кухню открыть по продакшену? Коммерция, где все-таки прибыль? У тебя же, я уверен, на продакшене работает не 1-2 человека, десятки, наверное, как минимум. И они высокоспециализированные люди, им нужно платить зарплату. Ты и сам тоже. Где? Как? Ну, у меня на стороне есть пассивный бизнес, вот весь. Вкладывайтесь в недвижимость. Занимайтесь недвижимостью, но как хобби, пожалуйста, снимайте. Но в итоге это как инвестиции в себя, да? Все-таки ты веришь, что выстрелит в итоге вот это? Да, конечно, я верю, да. Плюс до этого, мы зарабатывали неплохие деньги, когда работали кинотеатры, то есть на каких-то вот таких вещах. То есть, когда мы зарабатывали деньги, мы не просто там их тупо тратили, мы их более умно вкладывали. А что ты имеешь в виду, когда работали кинотеатры? Вы рекламу снимали? Нет, мы кино снимали, да. То есть это еще одна часть? Да, то есть до пандемии мы очень хорошо, более-менее успешно прокатывались в кинотеатрах, зарабатывали какие-то деньги. А какой фильм самый успешный у вас был? Давайте так, например, сейчас в Казахстане 2 франшизы, которые самые успешные по кассовым сборам. Там общий вал 6 картин получается в районе 4 миллиардов или 5 миллиардов тенге, то есть, сборов. И вот эти, то есть бизнес по-казахски «Брат или брак». Эти 2 франшизы мы написали с моим соавтором Арстаном Калнин. И вот, бизнес по-казахски — это вместе с Нурланом Куанбаевым, и «Брат или брак» вместе с Куралай Анарбеком. И еще там, соответственно, дальше фильм. И вы то написали или также снимали? Написали, продюсирование, плюс снимали. Круто.
А у вас здесь этот бизнес также 50-50, половину забирает кинотеатр, а половину там продакшн? больше тоже, ну, там, знаете, там типа 50% забирают кинотеатры, а 10% забирает прокатчик, еще есть налог. Ну, то есть, и, в общем, ну, типа, там маржинальность там порядка 28%. Но зато фильм за 1 год, да, снимаете? Нет, даже меньшее количество времени. Конкурс! Всеми любимый, смотрите, что нам подарили. Футболочка. Но не простая, такую не купить. В общем, что вам нужно сделать, если вдруг эта футболка кажется вам по размеру, а я скажу, есть надо нормально. Ну, в общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мою Instagram-страничку, и в комментариях вы должны написать любимого вашего героя из сериалов Салем Social Media. А результаты вы узнаете на моей Instagram-страничке на следующей неделе в среду. Мне хочется узнать какую-нибудь внутреннюю историю со съемок «Сержант Братан». Ну, что-то такое, чего зритель не увидел на мониторе. Хотел сказать телевизоре, на экране своего монитора. Ну, у нас из-за того, что это 90-е годы, то есть там нам нужно было показывать действительно бандитов, да, там, их жизни, и, соответственно, ни один бандит не обходился без сауны, бани, да, в 90-х. У нас есть там такие пикантные сцены, когда, ну, типа, бандиты находятся в бане, ну, типа, у них там, ну, типа, они, знаешь, между собой разговаривают, а вот здесь в бассейне, короче, купаются девчонки. Ну, как бы было бы странно, если бы они были в купальниках там и так далее. Это, ну, очень такая была бы клишированность, банальность, да, и на роль этих девчонок почти там 3 месяца проходил кастинг, было очень тяжело. Ну, Очень тяжело да, тебе было? Я понимаю, тебе было действительно тяжело. Да, очень тяжело, да. И как бы тяжело здесь всем. И такая ситуация была, что у меня там снимались друзья, там спортсмены настоящие, действующие спортсмены, короче. Вот, и как бы и у всех жены, дети там и так далее. И как бы такая, ну, напряженная, в общем, сцена. Ну, по итогу никто никого не видел там, грубо говоря, раздетым, потому что я снимал это, чуть-чуть обманулся, и я снял это, ну, 50 на 50, когда были девушки, мы сняли отдельно. Я даже плейбэк не смотрел. Я так сказал, начали, стоп, все, закончили, и все. Ну, типа, материал хорошо получился. И там ребята отдельно сняли. И, в общем, ну, типа, сняли такую раздетую сцену, так скажем, по-казахски. Вот, был такой момент. Ну, в общем, очень у нас, знаешь, все дни съемок «Сержант Братан» прям проходили в таких экстремальных ситуациях, сложных ситуациях. Прикольно. Спасибо большое, было очень интересно. Приезжайте. Что хочется сказать, подводя итоги сегодняшнего выпуска? Ну, прежде всего, я не знаю, насколько камера это передала, но я встретил очень креативных молодых людей, заряженных, глаза горят, все что-то делают, прибыли нет, но мы бежим, все будет хорошо. Эта атмосфера, она непередаваемая. Почему я считаю важным это передать? Потому что многие из вас спрашивают, какие профессии в будущем будут востребованы. Так вот, именно профессия, в которой очень много креатива, актерского мастерства, вряд ли когда-либо будет заменена роботами или же искусственным интеллектом. И вот ребята, казалось бы, просто создавая контент, на самом деле создают целую плеяду, как бы это пафосно ни звучало, людей, которые во всем этом разбираются, высококвалифицированных, можно сказать, даже международного уровня профессионалов. А весь контент и вообще вся работа, она посвящена на самом деле не внутреннему рынку. Хотя нам очень интересны, ну, сюжеты, 90-е, районы и так далее. Но на самом деле ребята пытаются привлечь аудиторию за счет знакомой темы, но их основная тема – это выйти в зарубеж на такие крупные платформы, как Netflix или там Ivi, или еще какие-то корейские. И именно, ну, можно сказать, это экспорт продукции, то есть они производят ее здесь, креативят, создают, снимают, а потом продают в другие страны. Это очень круто. Мне понравился этот бизнес вот именно с этой точки зрения. Я думаю, его стоит рассмотреть. Слава богу, то, что есть такие инвесторы, которые видят во всем этом потенциал и готовы во все это дело вкладывать.
Подписывайтесь на мой YouTube канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте умопомрачительные комментарии. А я пошел гулять.